Приветствуем, друзья! Это YouTube-канал Гагауз Медиа. И ток-шоу Freedom Life, Freedom– это свобода, и мы начинаем проект, где слово действительно свободно. где мнения сталкиваются, чтобы рождалась истина. Здесь нет сценариев и готовых ответов. Здесь каждый имеет право быть услышанным. Здесь мы говорим честно, открыто и без цензуры. Здесь мы обсуждаем то, о чем нельзя молчать. Freedom Life и мы его ведущие Сергей Арнаут и Екатерина Жекова. Ну и по традиции в самом начале хотелось бы представить тему нашей сегодняшней дискуссии. Ну а тема звучит сегодня так. 35 лет независимости, какой Молдова стала и какой мы хотим ее видеть. Я поприветствую всех, кто сегодня пришел к нам в студию. Искренне вас благодарим за то, что вы выкроили время из своего сжатого летнего графика. Мы понимаем, что это время отпусков. Но важно говорить на ту тему, о которой только что сказал Сергей, поэтому спасибо, что вы с нами. И одновременно спасибо зрителям, которые с нами. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Гагауз Медиа. Здесь всегда мы обсуждаем то, что важно понимать и знать для жизни нашей страны. Ну и сегодня традиционно, в студии у нас есть два эксперта, и я хотела бы их представить. Господин Уазун Антой, эксперт по вопросам внутренней политики, экс-депутат парламента Республики Молдова, и Виталий Кюркчу, эксперт по экономике и инвестициям, преподаватель Камрадского государственного университета. Также в нашей студии сегодня Александр Тарнавский, депутат Народного собрания Гагаузии, Михаил Пейков, исполнительный директор Центра гражданских инициатив для нацменьшинств, Алена Момат, советник сельского совета села Казаклея, Артем Железоглу, гражданский активист, Елена Карамид, ведущая проектов Гагауз Медиа, и Савелий Димитров, гражданский активист. Мы вас еще раз приветствуем. Тему объявили, участников студии представили, и сейчас я хочу передать слово Нате Чеботарь. Должен был сказать я так, но, к сожалению, лето оно такое. Наты с нами в нашей студии сегодня нет, но команда Гагауз Медиа подготовила сюжет для ввода в нашу сегодняшнюю тему, поэтому попросим всех вас посмотреть на экраны. 27 августа 1991 года Молдова провозгласила независимость. Началась новая страница, уже не союзной республики, а самостоятельного государства. Но первые годы независимости были непростыми. Экономический кризис, падение производства, безработица, массовая миграция и одновременно поиск ответа на главный вопрос – какой будет новая Молдова? Начало 90-х принесло и вооруженный конфликт на Днестре. Страна фактически столкнулась с проблемой территориальной целостности, которая не решена до конца и сегодня. Не менее сложным был и гагаузский вопрос. В 1990 году на юге страны была провозглашена Гагаузская республика. После политического противостояния начала 90-х стороны все же нашли компромисс. В 1994 году Конституция закрепила особый автономный статус Гагаузии как составной и неотъемлемой части Республики Молдова. В том же 1994 году в Конституции появился еще один принцип, определяющий внешнеполитический курс страны – постоянный нейтралитет. За 35 лет Молдова прошла через смену политических эпох, экономические кризисы, массовый отъезд граждан за рубеж, череду политических конфликтов и попытки реформ. Страна стала частью европейского политического и экономического пространства, а европейский выбор сегодня является одним из главных вопросов ее будущего. Но вместе с достижениями остаются вопросы. Почему столько граждан не видят своего будущего в Молдове? Почему спустя 35 лет страна остается разделенной политически и территориально? И что независимость означает для жителей Гагаузии? 35 лет – это уже история. Но какой будет следующая глава? В нашей студии присутствуют люди разных поколений. Кто-то родился в другой стране, а кто-то уже родился в независимой Молдове. И мы хотели бы выяснить первоначально ответ на один вопрос. Мы с Сергеем сочли его главным. Я, наверное, попрошу, мы обычно предоставляем слово тем, кто постарше, но я сегодня предлагаю начать с тех, кто помладше, и узнать, вот, господин Пейков, что для вас значит независимая Молдова, и что такое вообще для вас независимость? Спасибо большое в первую очередь за приглашение. Для меня, если мы говорим о независимости и тем более о независимости Молдовы,
это то, я скажу, право самим принимать решения, как мы развиваемся, что мы делаем, какие процессы в нашей внутренней и внешней политике, без того, чтобы в наши внутренние вопросы вмешивались какие-то акторы внешние, то, что зачастую бывает. Естественно, для меня независимость Молдовы – это, так скажем, страна, в которой есть место свободного голоса для каждого этноса, для каждой национальности, для каждой религии. Но самое важное в этом всем, я считаю, что независимость – это полная свобода как для самой страны, так и для каждого гражданина. И я очень рад, что то количество людей, которые родились уже в независимой Молдовы, имеют, это не привилегия, это право, то есть самим принимать решения, что делать, куда поступать, куда идти работать, что есть, как есть, без всяких решений, кто-то решает это вместо нас. Ну тогда продолжим, может быть, попросим передать микрофон дальше молодым людям, которые сегодня в нашей студии. Мне кажется, хорошая идея Сергея, да? Дать слово сначала молодым ребятам. Здравствуйте, спасибо за приглашение. В принципе, Михаил очень хорошо сказал. Для меня независимость это в первую очередь свобода слова, чтобы я мог говорить, писать то, что я думаю, естественно, не причиняя этими словами какого-либо вреда, чтобы меня за это не наказывали, не привлекали к ответственности просто за мнение. Это в первую очередь, я считаю, это. Вот. Также для меня нейтралитет, независимость. Также для меня независимость – это выбор страны, куда двигаться. То есть мы должны сами выбирать, куда мы хотим двигаться, чтобы нам не указывали кто-то, потому что когда-то нам помогал или имея какие-то рычаги влияния, оставшиеся еще с прошлых лет, чтобы нам никто не указывал, чтобы мы как страна сами решали, куда мы идем. Вот если вкратце, то так. Свободолюбие неудивительное Да. для молодежи. Ну и передайте микрофон, пожалуйста, Савелию. И ваше мнение, если можно услышать. Что для вас значит независимость? Да, спасибо за приглашение. Я соглашусь с ребятами полностью с их мнением в том плане, что независимость это возможность выбирать то, как нужно внутри гражданам, чтобы граждане могли делать выбор в их интересах, а не в чьих-либо интересах, и выбирать то, что именно им нужно. И их сердце чувствует, какой верный выбор именно для них, когда на них никто не давит извне, и люди не вынуждают их действовать по какому-то определенному сценарию, а дают выбирать именно им. То есть право выбора – это основное, да? Но спасибо большое. И теперь, поскольку есть традиция уже устоявшаяся, да, что два эксперта, которые присутствуют в студии, а сегодня у нас будет больше экспертных мнений, что-то будет на экране, но в студии у нас есть два эксперта, которых мы представили. И мы, конечно, просим ваших комментариев по той теме, которую мы сегодня обсуждаем. А может быть, начнем с вас, господин Нантой. 35 лет независимости Республики Молдова. Что дала эта независимость Молдове? Ваша точка зрения. Да, спасибо. Как эксперт, родившийся в первой половине прошлого века, я начну немного, так сказать, по-другому. Когда мы оцениваем независимость Республики Молдова, не следует забывать, откуда мы ушли для того, чтобы считать себя независимым. Потому что, вот, например, 31 марта 1940 года была создана Союзная Карело-Финская республика. После того, как Советский Союз 30 ноября 1939 года напал на Финляндию, была создана Союзная республика. Если бы эта республика сохранилась, то сейчас было бы еще одно государство,
в котором были бы свои унионисты, мечтающие об объединении с Финляндией. Да. В Республике Молдова было немножко по-другому. Да, Хрущев в 1956 году ликвидировал эту союзную республику, поэтому этого государства нет. После того, как нас в очередной раз освободили 28 июня 1940 года, 2 августа 1940 года в Москве была создана Советская Молдавия, союзная республика. Согласно конституциям Советского Союза, союзные республики были суверенными государствами, которые имели право на выход из состава Советского Союза. И поэтому, когда Советский Союз развалился, то международное сообщество признало 15 новых государств, среди которых была и Республика Молдова, правопреемница Советской Молдавии. Да, мое личное мнение, что это был достаточно искусственный проект. Вот, например, на первых демократических выборах 25 февраля 10 марта 1990 года 125-й избирательный округ в Тирасполе депутатом в новом государстве был избран Игорь Николаевич Смирнов, рожденный 23 октября 1941 года на Камчатке. То есть мы были фактически советскими людьми, которые жили на территории, которые определили, опять же, 4 ноября 1940 года в Москве. И эти 35 лет – это процесс перехода от советского населения к гражданскому обществу, которое осуществляет себя гражданами этой страны, которое понимает, как функционируют государственные институты, что такое демократия, значимость моего личного голоса, моей личной позиции. Это сложный процесс, он связан со сменой поколений. Да, будущее принадлежит вам, и вы уже не несете на себе отпечаток того страха, который несет мое поколение, которое вколачивалось КГБ и прочим. И для нас 35 лет этой независимости, вот я считаю, что это переход от территории и населения к гражданам и государству, которое находится в процессе становления, невзирая на 35 лет, который сталкивается со сложными проблемами. Экономисты имеют свое видение, что такое наша национальная экономика, но я считаю, что объективно много трудностей мы унаследовали из той фальшивой советской экономики, когда 52% населения жили в сельской местности, в так называемых колхозах, совхозах. Да? И мы имеем проблему левого берега, есть вопросы, особенно когда приезжаешь в Камрад, и не только. Но я считаю, что это открытый демократический процесс. У нас есть партнерство с Европейским Союзом, поэтому я считаю, что мы находимся в процессе становления нового государства, Республики Молдова, и от нашей гражданской позиции будет зависеть и результаты существования этого государства. Как сказал Бернард Шоу, демократия – это такой инструмент, который не позволяет людям жить лучше, чем они того заслуживают. Поэтому давайте будем стремиться, чтобы мы заслуживали лучшего. Хорошо сказал Бернард Шоу. Спасибо, Виталий Иванович. Хотелось бы услышать ваше мнение. Ваш комментарий. Да, спасибо, что пригласили в студию. Независимость и 35 лет. Ну, что значит независимость? Я считаю, что это способность и желание граждан реализовывать свою жизнь в той или иной форме, обретя государственность, да, желание выстраивать все с точки зрения верховенства права, соблюдения прав человека и эти фундаментальные принципы демократии, да, которых достаточно много уже сказали ребята, и плюрализм мнений, и желание того, чтобы твое критическое мнение все-таки было услышано в демократическом обществе. Это такая конструкция, которая реализуется как раз в форме независимого государства. И вот это происходило именно таким образом, когда Молдова, как преемственница, уже сказали, МССР, да, заявила, приняла декларацию о независимости и объявила об этих принципах. И, конечно, это и возможность стать субъектом международного права, прежде всего, с последующими обязательствами
не только правами, потому что любой субъект международного права обеспечивает и доступ к правам в этом международном сообществе, но и накладывает определенные обязательства. И мы знаем, что этот принцип тоже закреплен в Конституции. 35 лет мы реально видим тот результат, который желали люди в 89-м, в 90-м году, когда это было объявлено. Ну, здесь очень много спорных моментов, да, и в сфере политического устройства, и формирования политической культуры, если у нас такое понятие, да, оценивая вот эти вот процессы, которые происходили в политической жизни, смены партий, движений, когда происходит переток одних людей из одних партий в другие, из вторых в третьи, из третьих в четвертые, и можно ли говорить о наличии вообще понятия политической культуры через 35 лет, это тоже такой дискуссионный вопрос. В административно-территориальном делении мы сегодня, опять же, наблюдаем очередной виток той конфликтности, который наблюдаем в обществе, да, а с этого всегда начинается любое государство, определяются границы и определяется внутренняя составляющая. И 35 лет – это процесс, который дает, с одной стороны, возможность оценить, да, посмотреть, мы туда пришли, это постоянно действующий процесс или это происходит волнами, как у нас происходило в течение, там, я в своих аналитических обзорах отметил около 7 этапов в части административно-территориального устройства. Конфликтность, которая существует сегодня и до сих пор не решен вопрос с Приднестровским регионом, да, насколько реализуются права автономии чуть позже, конечно, с 94-го, реально с 95-го года, это тоже вопрос. То есть, ну, это объективные процессы, которые могут существовать в государстве. И мы понимаем, конечно, что 35 лет, как бы это, с одной стороны, это много, но с другой стороны, с точки зрения строительства государства, это достаточно короткий период времени, да. И здесь, в принципе, в том числе, это возможность оценить, а что было сделано до сегодняшнего дня, и вынести уроки. Но уроки для чего? Для того, чтобы предпринять соответствующие решения. И мы видим, эти решения реализуются, или наоборот мы наступаем опять же на грабли последних 35 лет. Это вопрос, я думаю, что сегодня у нас будет возможность оценить с разных точек зрения, и с экономической, и социальной, и вообще с позиции рядовых граждан, гражданского общества, а все ли так хорошо в независимом государстве Республика Молдова через 35 лет. Да, этому мы и хотим посвятить этот разговор. И прежде чем... Александр Григорьевич, да. Наверняка тоже хочет высказать свое мнение. Почему мы хотим предложить вам, Александр Григорьевич, высказаться? Потому что, так я посчитала, но, возможно, я ошиблась. Около 25 лет вы, из 35 независимой Молдовы, около 25 вы работаете в государственных органах власти. И вот очень интересно мнение человека, потому что такое становление государства, в том числе и становление государственных органов власти? Ваша точка зрения, независимость и 35 лет жизни Молдовы в этом статусе. К чему пришли? Микрофон передайте, пожалуйста. Ну и важно, чтобы вы рассказали немножко о этом переходе, потому что все это долго происходило. Здравствуйте, спасибо за возможность пообщаться. И молодежь вот говорила, и как-то такое вдохновение определенное появилось. И потом господин Антой вернул меня как-то в реальность. Вот мне кажется, у молодежи вот больше позитива и больше мнений, которые не вызывают дискуссии. А вот ваше поколение, наверное, и наше поколение, оно все-таки обременено тем, что нас, много говорим о том, что нас разделяет. И вот независимость для меня, прежде всего, конечно же, свобода. В нашей маленькой стране очень сложно быть поистине свободной, да, учитывая, в каком глобальном мире мы живем. Но, тем не менее, у такой маленькой страны, если есть достоинство, если есть гордость, то это всегда вызывает уважение и стремление поддержать. И вот для меня независимость, свобода – это не только право, но и ответственность. Ответственность как гражданина – это иметь, конечно, свое мнение, но тем не менее жить по общественным правилам, то есть соблюдать действующее законодательство. А для страны, наверное, вот эти рамки – это все-таки Конституция. И когда
государство, которое создает общественные рамки для жизни нашего сообщества, и публичные люди, которые обременены властью, говорят вещи, которые в какой-то мере противоречат Конституции, это разделяет нас. И 35 лет истории нашей страны, они все-таки пока, мне кажется, проходили вот через вот это противодействие, про движение вещей, которые нас все-таки разделяют. Какой у нас государственный язык? Объединение со страной, временный наш проект Республика Молдова или это долгосрочный проект. Идем на восток или мы все-таки больше склонны к Европейскому Союзу. Вот эти вещи, которые политики промовируют для того, чтобы общество разделять. Наша страна очень молодая, мы на тех осколках империи создалось наше государство, и поэтому безусловно, что в обществе очень большая поляризация мнений. И мне кажется, что вот политики, публичные люди, они все-таки должны строить свою деятельность на том, чтобы искать то, что нас объединяет. Не то, что нас разделяет, а находить общие точки соприкосновения. И вот в этом многообразии не создавать условия для манипуляций, а наоборот ценить вот эту свободу, это разнообразие для того, чтобы нас объединять. И мне кажется, вот молодежь, которая говорила, вот нету этих вещей, которые нас разъединяют. А вы стараетесь найти что-то позитивное, надежду. Вот для меня 35-летие нашей страны – это небольшой период, и мне все-таки хочется, чтобы вот дальше, куда мы двигались, это в том, чтобы мы находили общее. Будь воля господина Тарнавского, бразды правления в государстве были бы переданы молодежи, я да. так понимаю сейчас. Но господин Нантой очень просит. Да, господин Тарнавский, у меня, знаете, такое небольшое замечание. Когда детки рождаются в роддоме, никому на лоб не ставят штамп «политик». Политик – это тот человек, который пользуется популярностью, авторитетом в каком-то сегменте общества и пользуется этим для того, чтобы прийти во власть. Либо решить проблемы страны, либо решить проблемы этого сегмента, либо свои личные. Вы знаете, о чем мы говорим, да? Поэтому, когда мы говорим, что политики такие-сякие, мне кажется, все-таки главная ответственность лежит на гражданине. Потому что если каждого из нас, независимо от языка, разреза глаз и так далее, спросим, а ты хочешь жить хорошо? Все ответят, конечно. А почему же мы позволяем политикам нас противопоставлять, раскалывать, стравливать? И вы, как экономисты, прекрасно знаете, какие условия для экономического роста. У меня есть короткий ответ на ваш вопрос. Политики так себя ведут, потому что у политиков много рычагов, а у представителей, у граждан очень мало рычагов. Потому что граждане позволяют политикам манипулировать собой. В здоровом обществе те манипуляторы, те популисты, их отправляют на политическое кладбище. Как это делают? Через выборы, правильно? Через воспитание гражданина. Ну, или иногда они сами уходят в силу понимания ответственности. Мы видим на Востоке, в Японии, харакири иногда политики делают из-за того, что просто воспользовались не тем транспортом, который оплачен компанией, или не тем высказыванием на телепередаче, и после этого происходит политическое харакири. Человек сам понимает, что он сделал ошибку, и за эту ошибку он должен нести ответственность. И он уходит, публично делая заявление. У нас, к сожалению, я поэтому и говорил о политической культуре. К сожалению, через 35 лет мы наблюдаем, нет для меня четкого видения, что этот элемент присутствует в нашей жизни. Вы знаете, вы хотели высказаться, Лена? Да, я хотела просто сказать о том, что удивительно. Вот когда выступала наша молодежь, мне показалось, что только я подумала о том, что не только свобода, не только возможности, но и ответственность. И как оказалось, наше крыло, все вывели слово «ответственность» тоже на первый план рядом со словом «свобода». И наши мысли оказались вот очень одинаковыми в том плане, что, конечно же, ответственность. Независимость – это прежде всего ответственность каждого гражданина, ответственность политиков, ответственность тех людей, которые находятся у власти в стране, и ответственность политиков. Вот такой вот вывод, такое вот заключение всего того, что мы до сих пор говорили. Ну, давайте обобщим. Можно небольшой комментарий? Но мы не можем не предоставить молодежи слово высказаться. Да. Прозвучал такой вопрос к гражданину. Ты хочешь ли жить хорошо?
но хорошо жить хотят все. Я думаю, что наряду с этим вопросом должен стоять вопрос, а ты хочешь, чтобы люди вокруг жили хорошо? То есть мы можем жить, ну, если парадигма стоит в таком ключе, что ты живешь хорошо, когда люди вокруг себя чувствуют хорошо. Я думаю, именно такие люди должны идти в политику, которые будут чувствовать себя хорошо, когда людям вокруг хорошо, а не когда только тебе хорошо. Мне одной захотелось поаплодировать. Мне кажется, это свежесть каких-то мыслей таких. Савелий, в самом деле, человек же чувствует себя хорошо, когда он делает доброе дело какое-то, да, когда кому-то помогает. Что если эта модель была бы, присуща многим политикам, да, тогда, может быть, многие вопросы и решались бы быстрее. Так, я предлагаю перейти к следующему вопросу. Следующий вопрос звучит так. Что дала Молдове независимость за 35 лет и что не дала? Мы пригласили в нашу студию трех видных экспертов, которые, к сожалению, не смогли сегодня приехать к нам. Ну и, как я говорил ранее, лето оно такое. Но мы попросили их дать свой комментарий, поэтому попросим вас посмотреть на экраны. Господин Андреевский, господин Шалару и Штефан Бежан ответят на вопрос, что за 35 лет дала независимость Республики Молдова, а что не дала. Все, внимание на экран, пожалуйста. Нам независимость самое главное дала в том, что мы стали независимы, что мы взяли ответственность на себя за свою страну, что мы сами начали решать наши проблемы. Сложно, с ошибками, просчетами, но мы решаем эти проблемы. И поэтому, я думаю, независимость – это самое наше большое достижение, с момента, когда распался Советский Союз. Мы пошли по правильному пути. Мы стали независимыми. И я считаю, что мы должны этим гордиться. Независимость дала нам право самим определять будущее страны, выбирать власти и внешнеполитический курс. Но она не дала автоматически эффективных институтов, благосостояния и справедливого государства. Это мы должны были построить сами, и эта работа еще не завершена. Молдова получила возможность, для нее открылся Запад, для нее открылись ценности западные, и мы из провинции стали самостоятельными, и это приучило нас к принятию решений, и это научило нас работать для нашей страны. И Молдова может свою независимость укрепить только если у нас будут инициативные люди. А тот менталитет колхозников, тот менталитет, который был у нас присущ у большинства населения, это и сейчас оставляет следы, когда люди ждут, чтобы им что-то дало, что государство всем должно что-то давать. А государство это не мешок без дна, из которых можно всем что-то давать. Это дало нам такое понятие, как свобода и свобода личности, и наша возможность ознакомиться с западными ценностями и стать частью западного мира. Пока это видео было, я уже слышала какие-то комментарии были очень интересные. Комментарии, да, что не согласны. Вот, пожалуйста, у нас открыта сейчас дискуссия. Вот это вот вопрос, которому мы хотим посвятить следующие 10 минут. Кто хочет высказаться, пожалуйста. Что дала эта независимость? Вот практичного, что граждане на себя ощутили? Если уже вы меня пригласили, терпите. Терпим. Пожалуйста. В Советском Союзе мы были очень разные. И все знают, что прибалтийские государства, они выделялись. У них был прецедент государственности до 1940 года. Они считали себя оккупированными, их поддерживало демократическое мировое сообщество. И когда Советский Союз развалился, в 2004 году прибалтийские государства стали членами Евросоюза и НАТО. То есть это я очень общо сказал. К сожалению, наше общество, когда я говорил вначале о прошлом, да, наши же сограждане голосовали за прошлое. Вспомним 1994 год, выборы 27 февраля, когда аграрно-демократическая партия, это фактически те же два крыла бывшей Компартии. Вспомним 25 февраля 2001 года, когда граждане Молдовы поразили всех и дали конституционное большинство партии коммунистов. То есть мы потеряли десятилетия.
И только сейчас, я повторяю, в Молдове формируется то гражданское сообщество, которое не позволяет политикам манипулировать собой, которые сознают свою ответственность за свои действия, за свое голосование, соответственно, могут требовать от политиков ответственности за предвыборные обещания. И нужно критически оценить свое прошлое для того, чтобы минимизировать ошибки в будущем. Но я повторяю, слово «ответственность» мне здесь больше всего нравится, потому что прежде чем искать виноватого на стороне, нужно посмотреть на себя. Спасибо. Да, пожалуйста, Савелий. Да, небольшой комментарий тоже. Вот что дала независимость Республики Молдова за 35 лет. Люди получили возможность требовать что-то от политиков. Не бояться требовать и чего-то ждать от политиков. Делать это открыто. То есть они могут о чем-то заявлять. Им, если что-то не нравится, они могут обратиться и задать вопрос. А почему это происходит именно так, а не вот так? Я думаю, раньше такой возможности все-таки у людей не было. Благодарю. Да, Артем, пожалуйста. Да. Я хотел бы, добавить еще к словам Савелия, то, что у людей появилась эта возможность, но, к сожалению, мало кто ей пользуется сегодня, потому что говорилось о критическом мышлении, но с ним у нас сложности, как бы это грубо ни звучало. Вот. И если так посмотреть, за 35 лет Молдова достаточно хорошо развилась, то есть мы прошли через военные действия, Приднестровский конфликт, то есть Гагаузский конфликт, но благо удалось без кровопролития это все удалось договориться. И вот сегодня я как молодой человек, я понимаю, что у меня намного больше возможностей, чем было раньше. Сегодня есть интернет, сегодня есть свобода образования, я могу общаться со всем миром. То есть намного лучше, чем было раньше. Но опять же, есть много нюансов. То есть молодежь уезжает, не видит здесь будущего. То есть молодежь в основном никто не слушает, не прислушивается. У нас все еще присутствует эйджизм. Да, окей, мы хотим, чтобы нас слушали от ответственности, мы не отказываемся, мы хотим находить компромиссы. То есть со старшим поколением. Не так, что то есть старшие полностью уйдите, мы будем тут решать. Нет. Нужно немножко и к молодежи прислушаться. Ну и пробовать. Мы молодая страна, как говорилось здесь уже. Мы сейчас, я не знаю, наверное, какой-то пубертатный период проходим, наверное. Не знаю, не уверен. Хорошее Спасибо. определение. В общем, еще нужно время. Хорошее. Можно? Да, пожалуйста. Ну, я вот насчет того, что дала независимость Молдове. Мое мнение опирается на мой жизненный опыт, потому что я в период провозглашения независимости, мне было 16 лет, и я была полна надежд на изменения. Поэтому и по сей день я считаю, что независимость дала Молдове возможность контактировать напрямую со всем миром, возможность открывать любые двери, возможность изменить то, что не устраивало наших родителей, наших предков. Это я в первую очередь вижу, что возможность для развития, для изменений. А вот другой вопрос, 35 лет, как использовались эти возможности. И, к сожалению, мы только сейчас начали осознавать последние 10 лет, что мы можем воспользоваться вот такими возможностями и изменить жизнь и будущее нового поколения. К сожалению, это очень горько для меня. Вы не удовлетворены тем в целом, да? Как В целом нет. 35 Я лет ожидала, Молдова. я честно говорю, что я ожидала большего. В период конфликта, когда возник конфликт между гагаузами и молдаванами, я находилась тогда в городе Кагул, и как сейчас это помню, для меня это тоже было страшно. И когда была объявлена вот эта независимость, я всегда думала, что произойдет стремительный какие-то изменения, и что эта независимость позволит наладить отношения намного быстрее и эффективнее.
Вот, к сожалению, смотрите, мы уже 2026 год, и как будто и воз и ныне там. Но я вернусь к мысли, сказанной господином Кюркчу, что отсутствие политической культуры, отсутствие каких-то устоявшихся государственных структур, которые понимали и знали бы, как в независимой стране лучше выстроить жизнь государства, на это тоже должно было быть потрачено так или иначе какое-то время. И тот факт, о котором говорит господин Нантой, что мы пришли с прошлым. И у прошлого были какие-то наработки, которые не так сразу отходили, наверное. Михаил хотел высказать. Да, опять же, мнение молодежи. Знаете, когда обычно высказывается молодежь, особенно когда молодежь говорит свое мнение и видение относительно политического устройства и политического развития, очень часто взрослые политики, скажем так, даже вы сказали, говорите о какой-то мечтательности. А я считаю, романтики, мечтательности, потому что, как правило, если мы говорим о политике, у нас рационализм всегда преобладает в нашей стране. Но есть одно интервью, которое мне очень нравится, первого канцлера Германии после Второй мировой войны, Конрада Аденауэра. Этому человеку пришлось строить страну с нуля, по сути. Сегодня это первая экономика Европы. И вот в одном из своих интервью он сказал, что одну вещь, важную вещь, которую он сделал, это не потерял свою мечту. Мечту в ту страну, в которую он строил. С 18 лет он видел Германию вот так, и он ее вот так и построил. Поэтому я считаю, здесь большая ошибка, когда молодежь перестает романтизировать свое видение этой страны. Мы, по сути, да, вы говорили об ответственности. Здесь вот этот уголочек молодых людей, мы принимаем решения с 18 лет, это, по сути, последние 7-10 лет. И у меня возникает вопрос ответственности. А кто ответит перед нами за наше бедное детство в стране? Мы не принимали тогда решения, да, вне зависимости от Молдовы. Кто ответит перед молодыми людьми, которые росли без родителей, потому что им приходилось уезжать? Я считаю, нам независимость дала очень много. Мы говорили об этих ценностях очень много. Но что нам не дала независимость? Это социальная сплоченность и объединение. Даже был момент, когда эксперт называл колхозниками кого-то. Но я считаю, в независимой, развитой, демократической, европейской Молдове это недопустимо. То есть мы, молодые люди, мы такое не принимаем. Мы не хотим строить страну, где людей делят на красных, желтых, синих и фиолетовых, просто потому что они высказывают свое мнение. Для нас гораздо важнее это человечные отношения и переговоры. То есть, да, давайте сядем за стол переговоров и будем обсуждать. Именно поэтому, из-за того, что наше поколение, мне кажется, менее травмировано или практически не травмировано румынами в 20 веке, как они, да, сейчас у нас болгары, гагаузы очень травмированы этими событиями, молдаванами /румынами, которые, да, травмированы Советским Союзом. У нас этого нету, я считаю, это главное отличие, и вот это приоритет, и это очень сильная сторона молодых людей, то, что мы не делим людей. У нас нету скандалов насчет, как называется язык, то есть для нас это Вы имеете в виду сейчас у молодежи, это не обсуждается вообще? Это не обсуждается, то есть румынский, молдавский, русский, гагаузский, мы готовы общаться с человеком, независимо от того, из какого он или она этнического происхождения. То есть единство в многообразии – это как раз тот слоган, который целиком и полностью молодежь поддерживает? Да, но факт в том, что не независимость это дала Молдове, а развитие молодых людей за счет, мне кажется, интернета и глобализации. Не то, чтобы в Молдове пришел какой-то политик и сказал, неважно, кто вы и откуда, мы все... Я имею в виду то, что у нас нету, и Молдова нам не дала национальную, то есть идею. Потому что даже и национальная идея европейской интеграции, она не является национальной идеей всего абсолютного большинства страны. У нас нет национальной идеи. И мне кажется, поэтому у нас столько непонимания. У меня уточняющий вопрос, просто поскольку говорит молодежь, и говорят молодежь свои видения об этой стране. У вас есть претензии к политикам? Вот у молодежи, у вашего сообщества? Если да, то какая главная претензия к политикам Молдовы, у молодых людей? Мне кажется, я попытался дать понять, это то, что хватит разъединять людей этой страны.
по каким-то признакам разделяя властвуй. Мне кажется, это абсолютно неправильно. Это А. И Б. То, что за 35 лет найти геополитический путь страны никогда не может быть. И мне кажется, это очень глупым делать из этого национальную идею. Потому что это геополитический путь никогда не объединит всех Я людей. здесь с вами абсолютно согласен. Никогда не объединит, потому что мы все очень разные, хоть и маленькие. Ну и должен быть человек, который должен, на мой взгляд, объединить все молдавское общество. Александр Григорьевич попросил микрофон. Да, очень интересные темы, вопросы, и поэтому хочется тоже подключиться и сказать, интересный был бы вопрос не что дала независимость нам, да, а что мы дали этой стране, потому что мне ближе все-таки британская философия о том, что гражданин – это я, государство – это я, и прежде всего нужно начинать, конечно, с себя. Теперь про главные победы, главные достижения, по моему мнению, что вот сейчас на срезе 35-летия мы живем в мирное время в нашей стране. Мне кажется, что молдавская культура сделала огромный шаг вперед. Они сумели вот сохранить и язык, и развить его. И главное достижение – это то, что у нас появилась свобода вероисповедания, у нас действительно открылись храмы, и вот все, кто хочет воспитывать каким-то нравственным устоем своих детей, эта возможность появилась. Того, чего не было 35 лет назад в том государстве, которое было Советским Союзом. Теперь про свободы, которые нам дали. Свобода передвижения – огромное достижение. Мы смогли увидеть, как живут другие люди, как живут другие страны, перенять вот этот опыт. Но, тем не менее, это и вызвало обратный эффект, массовый отток населения и, наверное, одного из лучшей части населения, которые люди уехали. Свобода слова. Мы действительно можем открыто критиковать, начиная от президента, заканчивая там руководителем учреждения, где ты работаешь. И нам за это ничего не будет. Да, и когда смотришь по телевидению, когда в некоторых странах это абсолютно табуировано, то, конечно, понимаешь, насколько это большое достижение. С другой стороны, вот эта свобода слова, она дала возможность мошенникам политическим манипулировать людьми и совершать ужасные преступления со свободным демократическим обществом. Поэтому, а вот что мы потеряли за эти 35 лет, что имели наши родители, это, наверное, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, потому что знали точно, где ребенок будет учиться, что ребенок точно будет работать. Сейчас достаточно один раз подскользнуться человеку, и он фактически падает, то есть нету никакой стабильности. Вот ты работаешь, значит, семья живет. Если что-то случилось, то фактически у тебя нету вот этой защиты от государства. И, ну, учитывая, что я представитель народа небольшого округа, когда ты видишь слезы людей, им действительно не хватает там пенсии на то, чтобы оплатить услуги, не то, чтобы купить медикаменты, очень высокий уровень бедности в нашей стране. В городе, может быть, это не совсем так заметно, в селах намного хуже ситуация. Вот то, что мы потеряли, они приобрели. О бедности говорим много всегда в нашей стране. Александр Григорьевич, у меня только вопрос к вам. Были, очень коротко просто, да, а были ли мы когда-то богатыми в каком-то виде жизни нашего государства? Я помню, ну, тоже в силу своей, конечно, юности, тот период, когда был еще Советский Союз, все-таки вопрос о том, что есть и как заплатить за услуги, и как получить медицинские услуги, тогда такого вопроса не стояло. Такого уровня бедности не было. Конечно, не было и такого богатства, и таких возможностей, как сейчас, у части населения, но все-таки той стабильности вот для большей части населения и уверенности в завтрашнем дне сейчас абсолютно нет. Наверное, Ну, у как вас, и многие как у говорят, деньги финансиста... были, но нечего было купить. Да, и, наверное, у финансиста, у экономиста есть ответ на вопрос, но вы чуть позже зададим. А как так получается, что мы живем в очень бедной Молдове, но на улицах нашей страны самые дорогие автомобили и ну, заведения, вы имеете в виду кафе и рестораны полны людей, и у нас люди очень хорошо одеты. И да, конечно, мы говорим о том, что это могут себе позволить не все, но, в общем-то, как-то в бедной стране, ну, вот такая картинка тоже имеет право на жизнь, она есть.
Мне бы хотелось сказать о том, что вот что дала, допустим, независимость и независимая Молдова нам, гагаузам, как представителям небольшого народа, который компактно проживает на юге нашей страны. Мы получили возможность развивать свой язык, мы получили возможность писать, говорить и издавать книги, мы получили возможность развивать свою культуру, мы получили автономию, которая дает нам все эти права. Конечно же, мне тут опять хочется сказать, и этим мы воспользовались не совсем так, как бы хотелось, потому что эти годы и те возможности, которые открыла нам независимая Молдова, они дали нам гораздо больше возможностей для нашего народа и для того, чтобы утвердить нашу идентичность, и для того, чтобы развивать все то, что связано с языком и с культурой. Но если мы говорим о том, что 35 лет для страны немного, можем сказать, что и для автономии не так уж и много, но все же, мне кажется, здесь очень перевешивает именно тот момент, когда политики используют власть в своих интересах, а не в интересах региона и не в интересах того народа, и не в интересах той автономии, которая получила эти права и возможности. То есть здесь тоже остается вопрос. Мы плавно переходим к тоже Гагаузии, и хотел это бы, как раз... Нет, я тоже хотел бы сказать по 35 лет независимости, но я бы еще увязал с элементом суверенного государства, потому что у нас это прописано, независимое и суверенное государство. Так вот, это очень важная составляющая, потому что кто является суверенным в Молдове или должен быть? Это народ, который определяет эту государственность. А стал ли народ действительно суверенным в этом государстве через 35 лет? Не совсем уверен в этом, потому что в силу тех вот уже негативных составляющих, манипуляций, дезинформации, это все накладывает свой отпечаток, плюс отсутствие, о чем я говорил, политической культуры. Наличие возможностей, вот вы сказали, а почему у нас столько автомобилей и так далее, да, вроде бы это и есть атрибуты богатства. В силу тех процессов, которые происходили последние годы, составной частью нашего же государства является и тот же миллиард, который ушел, и те же прокачки через коммерческие банки, которые имели место быть, и давайте вспомним приватизацию, как это происходило в начале 90-х. Вот господин Антой говорил, что это период, когда только первые шаги становления государства, но мы получили и ту партноменклатуру, которая в том числе, были новориши, которые воспользовались ситуацией и, естественно, привели приватизацию в той форме, как она произошла. И все думали, что граждане Молдовы почувствуют себя реально собственниками этого имущества, которое будет распределено в виде акционерных обществ, разгосударствления, приватизация. Но де-факто получилась, наоборот, концентрация этих ресурсов у отдельных лиц. И реально люди не почувствовали. А позже пошла в сельском хозяйстве. Вот один из ваших экспертов, который вы продемонстрировали, назвал колхозники. Ну, это действительно так было, что в сельском хозяйстве в Молдове в период Молдавской Советской Социалистической Республики у нас были колхозы, это коллективная форма собственности, и были совхозы, государственная форма собственности. И колхозов было больше, потому что такая особенность была в Молдове. И это не является на самом деле ругательным словом, как он применил, хотя в его контексте это ругательное слово. Вот. И у меня тоже родители работали в колхозе, и я не считаю, что это какое-то зазорно. Они вносили свой вклад в тот период, в то, чтобы эти хозяйства работали. И нужно признать, это давало свой эффект, потому что в сельской местности всю инфраструктуру, начиная от Дома культуры, школы, детские сады и так далее, строили колхозы. Да. Не государство. Это доводилось в планы за счет той прибыли, за счет тех ресурсов, которые получали колхозы. Им говорили, в этом году будьте добры, постройте здание школы. В этом году будьте добры, постройте профилакторий. И так далее, и так далее. И это была в том числе особенность Республики Молдова. И, к сожалению, мы получили продукт. Сегодня как бы являемся того же ПМИНТ, да, программа, которая привела к той ситуации, которой мы сталкиваемся в сельском хозяйстве. И вот череда вот этих вот реформ. То есть это были реформы, которые... Это были реформы в той или иной мере, собственно, связанные с управлением государства, имуществом, в сельском хозяйстве. Было административное, уже отмеченное мной. Можно разные сферы называть, но, к сожалению, мы получали в той или иной мере ошибки,
мы не выносили уроков, Выводов. и в следующий период мы наступали на те же грабли, делая те же самые ошибки. Но я вернусь к слову «суверен». Когда народ чувствует, что он действительно суверен в государстве? Когда политики, когда система консультируется. Для меня показательным является Швейцария, где по любому вопросу в течение года несколько референдумов. А у нас политики всегда говорят: о, референдум – это очень дорогое мероприятие, это сколько нужно потратить денег. Но если мы понимаем, что в основе лежит суверен, то есть народ, то мы должны тогда консультироваться с этим народом. Ну и подготовленность граждан должна быть, наверное. Вот это вот ошибочное мнение, потому что гражданин, он рассуждает в силу тех условий, в которых он проживает. Тех процессов, Даже которые если он происходят, да. ошибочно Спасибо, примет Виталий решение, он через некоторый период поймет, что эта ошибка была результатом его неправильного решения, потому что это стало продуктом референдума. Но у нас, к Да, сожалению, и следующее не участие в консультируется. референдуме будет другим. Да. Да? Тимофей, ну, очень важно Спасибо. и с экономической точки зрения узнать, насколько независимость Молдовы и что она дала вообще. Но у нас нет времени, к сожалению, говорить об этом, потому что мы очень хотим поговорить и о Гагаузии. Елена Федоровна плавненько перевела, как мне кажется, этот разговор туда. И давайте сконцентрируемся на этом как минимум. Мы сейчас хотели бы, мы попросили, вернее, тех трех экспертов, которых чуть выше представил господин Андреевский, господин Шалару и господин Штефан, они ответили на один вопрос. Удалось ли за 35 лет гагаузской автономии стать успешной моделью в независимой Молдове? Давайте послушаем их мнение и поговорим в студии об этом же. Ну, модель, в общем-то, есть. Получила автономию. Успешной она пока не стала, потому что многие неправильно поняли, что такое автономия. Автономия – это в первую очередь гагаузская идентичность, это гагаузский язык, это гагаузская культура. И второе – это самостоятельность и ответственность в решении социально-экономических проблем. Как и первое, так и второе уходит у многих тех, кто у власти в Гагаузии, у гагаузской элиты, особенно у тех, кто попал под влияние России, Шора и так далее, уходит на второй план. На первый план столкновение с Кишиневым. Вот когда Гагаузия, гагаузы поймут, и все жители Гагаузии поймут, что они могут стать моделью регионального развития, что они могут стать моделью культурно-языкового развития, идентичности, осознают это и поймут, что это надо делать вместе с Кишиневым, это надо делать в перспективе с Европейским Союзом, вот тогда Гагаузия в чем-то может стать примером не только тут в Молдове, но и для всего мира, потому что всегда очень интересно, когда какая-то национальность, находясь внутри другой страны, развивается и добивается успеха. Ну, как модель мирного урегулирования конфликта, да. Как модель интеграции лишь частично или, скорее всего, нет. Автономия позволила, конечно, избежать конфликта, но спустя 30 лет между Камратом и Кишиневым все еще существует политические и общественные противоречия. Главная задача, чтобы гагаузская и общегражданская идентичность не воспринимались как конкурирующие. И я думаю, что еще главная проблема в том, что пока большинство гагаузов не считает себя полноценным гражданином Республики Молдова, и они не интегрированы в цельность в молдавское общество. Абсолютно ничему не удалось гагаузской модели стать, гагаузской автономии. Единственное, что удалось, это русифицировать гагаузское население, которое раньше, вот мы с вами разговаривали, что была гагаузская языковая среда в Гагаузии, а сейчас ее уже нет. И вот единственное, что дало эта автономия, это помогло гагаузам стать русскими и забыть свою культуру и свой язык. Гагаузия может стать примером и для других. Может быть успешным примером, но нужно отказаться от идеи, что Гагаузия является частью русского мира. Они должны интегрироваться в Республике Молдова, а не в России. Если они хотят стать успешными, смотря в чем хотят стать успешными, вы должны определиться вначале,
что вы хотите, что вам нужно. Если вы хотите стать русскими, это самый быстрый метод, это уехать в Россию и сразу станьте русскими. Получите гражданство и все. Если вы хотите стать гагаузами, то вы можете быть гагаузами только у себя дома. Господа в студии, я чувствую оживленность, но мы с вами знаем, что любое мнение нужно выслушать, и у каждого из вас есть... Для этого мы и дали эти 3 мнения, а теперь мы готовы передать микрофон Пожалуйста, вам, Артем. Да, я считаю, что Гагаузия добилась определенных успехов. Мы получили свои институты власти, исполнительный комитет, народное собрание. Вот. Только вопрос в том, изначальная идея какая была и что мы имеем сегодня. А что мы имеем сегодня, мы все это видим. То есть на гагаузском практически никто не говорит. Молодежь не понимает, как себя идентифицировать. То есть мы кто? Мы гагаузы, мы молдаване или мы русские. Телевизор нам какой смотреть? Новый год с кем встречать? С Путиным или с Майей Санду? То есть вот вопросы остались... Или с Башканом. Ну, Башкан сейчас. Да, Башкан пока отдыхает. Вот. Так, я чуть сбился с мысли. Успехи, вот. Я считаю, что проект провалился, мы не добились того, чего должны были добиться. То есть, да, кто-то там наполнил свои карманы, кто-то свои... извне кто-то свои интересы здесь реализовал, и имеем то, что имеем. Надо, и как говорилось здесь уже не раз, политическое воспитание. Политическая культура, сказал у нас нет господин политической Кирпичев. культуры. Из-за того, что у нашего народа изначально ее не было, к власти у нас в Гагаузии пришли те люди, которые воспользовались этой ситуацией, и вот. Ясно. Вот так. Михаил, да. Да, я не гагауз. Это нужно Отметим. отметить. Я наблюдатель со стороны, человек, который просто имплементирует какие-то инициативы. Но вы внутри делаете свои Гагаузии. материалы о гагаузской автономии. Документальный Да. фильм о Гагаузии, кстати, очень интересный был. Поэтому, опять же скажу, гагаузы сами должны решать. Я просто как наблюдатель со стороны, как человек, который в огромном количестве интервью, постов критиковал Гагаузию и гагаузов за пророссийское видение. Я правда считаю, что это неправильно, я правда считаю, что эта ситуация приводит к тому, что гагаузы на стадии исчезновения родного языка, культурных каких-то ценностей, своей истории. Конечно же, мы это связываем и с дезинформацией, и с пропагандой, и с российской машиной мягкой силы. И, конечно же, главнее всего это диалог с Кишиневым и единое видение развития этой страны, включая геополитическое движение целой страны. Мы помним, что Гагаузия – это часть Молдовы, но последний эксперт, можете напомнить, как его зовут? Шалару. Шалару. Господин Шалару. Господин Шалару, я человек маленький, мое мнение для вас может быть неважным и все что угодно. Но я бы хотел обратиться к каждому будущему политику Молдовы, потому что к нынешним и прошлым обращаться уже бессмысленно. Будущему, возможно, президенту страны, будущим новым инициативам. Пожалуйста, формируйте свои команды в Гагаузии. Это самое большое упущение всех проевропейских сил в Молдове. Из-за того, что они не работают в этом регионе. Я очень часто говорил с проевропейскими политиками на эту тему, и всегда я слышу одно и то же. То есть ресурсы – это очень ценно, и мы не можем тратить ресурсы в том регионе, который не даст нам нужный результат. То есть с чего-то их нужно ответ? начать. Я много раз это слышал. Ага. С чего-то нужно начать. Ну, простите, работать с бывшими криминальными авторитетами и ставить их на какие-то... Все понимают, я очень надеюсь, что все понимают, про кого я сейчас говорю. И ставить их на какие-то должности, чтобы они представляли кого-то. Это очень неправильная стратегия работы. Мы можем бесконечно критиковать Гагаузию и гагаузов, мы можем бесконечно быть... И я недоволен тем, что происходит здесь. Но в то же время я понимаю, что нам необходима команда, которая будет здесь работать, политическая команда с проевропейским видением или с таким независимым видением, точно не пророссийским видением. Потому что на данный момент я, к сожалению, не вижу этого
диалога. Да, можно задать вопрос, а с кем вести этот диалог, если народное собрание, оно там какое-то не такое, если исполком какое-то не такое. Но я это в целую тоже был выбор передачу- людей, как бы мы к этому ни Да, но относились. я целую передачу пытаюсь говорить о людях. Мне не хватает диалогов с людьми, мне не хватает представительства правящей партии в диалоге с людьми, мне не хватает представительства парламента. Простите, в самой большой проевропейской партии ни одного гагауза? Ну, то есть о чем, о каком диалоге мы говорим? То есть это мое мнение, опять же. Я Понятно. человек маленький, мое мнение может быть неважным, но оно у меня есть. Как Виталий раз Иванович. мнение молодых людей очень важно, потому что страна, будущее Молдовы в руках у тех людей, которые вот сегодня в этой студии, ваши сверстники, Но ваши понимая друзья, ваши возраст знакомые. политиков наших молдавских еще не скоро. Маленькое уточнение. Уточняйте. У меня нет ни одного документа, у меня только молдавское гражданство, да, в котором была бы зафиксирована моя национальность. Я гражданин, я плачу налоги, я соблюдаю законы и конституцию, и в остальном идите трам-тарарам с моей идентичностью. Это мое личное мнение, кто я, румын. Да? Когда мы говорим про гагаузскую автономию, госпожа Жекова не даст соврать, когда мы еще были в совместной рабочей группе после выборов 2019 года. Нет ничего практичнее хорошей теории. Мне кажется, что не надо смотреть в сторону политиков, неважно, как они называются, там, желтой заразой или красной заразой. А должен быть диалог на основе гражданского общества, молодежь, университет. И на основе этого диалога дать ответ на вопрос, для чего существует гагаузская автономия. Потому что, я уже не буду там, у меня с памятью все хорошо, там перечислять, кто какой и насколько плохой, да. То есть это не будем. А вот зачем существует автономия? Что надо сделать, чтобы гагаузская автономия была органическим элементом молдавского гражданского общества? Вот что нужно сделать? Я закончу только. Когда был депутатом, без лишнего шума, так сказать, вроде бы сдвинул некоторые вопросы по проблеме изучения румынского языка. Когда 16 марта 2024 года я с сотрудником Министерства образования поехал в Вулканешт, и мы увидели, что единственный лицей с преподаванием на румынском языке 31 год функционирует без своего здания, это что, Путин виноват? Или зеркало тут тоже лучше поможет? Поэтому нам нужна дискуссия. Если нам не нравятся политики, эта дискуссия должна быть без политиков и осуществлять давление снизу на политиков. Только так. Господин Нанто, я вас чуточку успокою. На протяжении 30 лет Гагаузский национальный театр в Гагаузии существует без своего здания. Это не означает, что так должно быть с лицеем, пример которого вы приводите. Но то есть есть вопросы, которые оказались неподъемными для тех политиков, которые приходили к власти, либо которые управляли автономией. Это не было приоритетом. И у меня вопрос к вам, господин Тарнавский, потому что опять же, вы много лет уже работаете и представляете власть гагаузской автономии. А есть та самая национальная идея. Вот Михаил Пейков говорил о том, что у Молдовы нет национальной идеи. Во всяком случае, мы ее не ощущаем, да? А у Гагаузии есть эта самая национальная идея, и как Народное собрание, как минимум, те созывы, которые вы знаете, вы помните, фокусировалось когда-нибудь на этом и фокусировалось? Маленькая ремарка, наоборот, как раз-таки я считаю, что у молдаван есть идея. У молдаван, я говорил о том, что Озвучьте ее, как вы ее нету... ощущаете, эту идею национальную в Молдове? Во-первых, нужно сказать, что в последние 10-15 лет среди молдаван, румын, в этом зале, я считаю, просто люди по-разному называют этих людей, выбирайте как хотите, у румын. Для меня это румыны, я тоже скажу румыны. Просыпается та национальная идентичность, как национальное самосознание, это А, и Б, то, о чем я говорил, к сожалению, а может, к счастью для них, опять же, в этой студии разные видения и разные мнения, геополитическое видение трансформируется в национальную идею. Как она звучит, эта идея европейская национальная? интеграция. Ага. Но я имел в виду то, что у страны в целом, вы же и мы все тоже страна, хотя я имел в виду, Безусловно. гагаузы, болгары, украинцы, ромы, евреи, румыны, вот нету общей национальной идеи. И я считаю, это отсутствует. Ну тогда плохо, что у румын есть национальная идея, а у страны нет национальной идеи. Я-то Очень как раз плохо, говорила поэтому о я том, озвучил что... эту проблему. То есть у страны должна быть национальная идея, а у Гагаузии, как у автономии, как мне кажется, эта самая национальная идея должна была бы быть. Мне кажется,
национальную идею, если можно так сказать, для Гагаузии уже сформулировали, когда были руководители Турции у нас. То, что они сказали, для меня это как бы ну, просто нужно записать и поставить в рамочку. Сохранение гагаузского языка, изучение государственного языка и прагматичный конструктивный диалог с Кишиневым. Вот 3 вещи, которые Турция промовирует в автономии, которые мы пока, к сожалению, не прислушиваемся к этим 3 советам. В отношении страны я не вижу пока, честно говоря, национальной идеи в целом для нашей Республики Молдова. Для меня она бы выражалась в строительстве полиэтнического общества, когда вот это многообразие, оно все-таки становится не отталкивая друг друга, а наоборот, уважая вот эти вещи. Объединяя. И объединять, да. Поэтому вот и те выступления, которые есть, что Гагаузия не состоялась, потому что русский мир виноват. Ну, это то, на чем строят политику многие в нашей стране, на разделении общества. То же самое говорят здесь в Камрате о том, что Республика Молдова не состоялась, потому что Бухарест влияет на наше. И мы вот так, вот на этом противопоставлении, ничего не создавая, просто разделяем людей. Мы не говорим об экономике, о рабочих местах, об разных экономических идеях для развития нашей страны. Просто одни говорят, что во всем виновата Москва, другие говорят, во всем виноват Бухарест, и все, ничего не созидают, ничего не делают, и противопоставляют этих людей, не строя политическое общество. То есть вот этой национальной идеи у нас нету. Так очень легко манипулировать людьми, разделять и властвовать. В Гагаузии вообще, ну, в кавычках, национальная идея – это искать виноватых. То есть все виноваты в Гагаузии, кроме нас самих. Мы мастера, по-моему, Обязательно виноват Кишинев, а сейчас уже, оказывается, и Турция виновата, что в Гагаузии что-то Вчера не мы так. это узнали, Я вижу позавчера. по промовированию этих идей. А в стране есть идея о том, что виноваты тоже кто-то внешний, акторы. Война в Украине, русский мир или еще. То есть вот мы, когда ищем виноватых и не начинаем с себя, всегда вот такие проблемы возникают. Можно, хотел бы тоже сказать, ну, на мой взгляд, все-таки гагаузская автономия состоялась, потому что форма государственности в виде автономии в Республике Молдова принята и утверждена согласно действующего закона и закреплена в Конституции Республики Молдова. Насколько проходит правоприменение, это уже другая составляющая. И те проблемы, то, о чем вот говорили многие сегодня выступающие, они, на мой взгляд, буквально в смысле прямо вот реализуются в той же последовательности, но сначала в Гагаузии, а потом это можно наблюдать в целом на уровне Республики Молдова, а иногда наоборот. Ну, что я имею в виду? Ну, возьмем, например, строительство партий. Партий? Да, партий. Угу. В первых выборах Народного собрания Гагаузии принимали участие 2 гагаузские партии, и они имели, кстати, свое представительство. А потом, согласно действующего национального законодательства, признали, что это как бы надо распустить, потому что у гагаузов не может быть своих партий. С точки зрения государственного строительства на уровне автономии, это, я считаю, что была большая ошибка. И очень долго вот этот вот противовесы были, когда в Гагаузии был принят и свой закон о государственных партиях и общественно-политических движениях, потом его через суд признали незаконным. Потом сейчас уже Гагаузия может иметь партии. И даже была попытка их создать. Они есть, но проблема вся в том, что у гагаузских политиков, которые прошли уровень региона, у них уже возникают национальные амбиции, и, естественно, они переходят на совсем другой уровень. Они продают, либо передают партии. Если я смотрю, например, на уровне там, автономии в Италии, в Шотландии взять, регионы Уэльс, Аландские острова, там присутствуют региональные партии, которые создают политическую повестку на уровне региона. И тогда более понятно рядовому жителю этого региона, что хотят те или иные политические группы, как они видят. Угу. И вот это вот есть дискуссия политическая среди этих групп, потому что на уровне автономии тоже у разных групп, политиков есть свои интересы. Но с первых же выборов Народного собрания 1995 года у нас, нужно признать, на региональную повестку пришли национальные партии и доминировали в
первом составе, потом доминировали, потом были независимые, очень долгий период независимые депутаты проходили в Народное собрание. Если возьмем созыв, где вы были депутатами, там был только председатель Народного собрания, один партия, остальные все были независимыми. И я в 2018 году, когда накануне выборов, тогда еще в публичном пространстве сказал, что активный приход молдавских политических партий в региональную политику, это будет сводить на нет саму автономию. И мы сегодня это видим, как приход активно той же партии социалистов, фракция целая есть в Народном собрании, или возьмем там представителей партии Шора и так далее, они наглядно продемонстрировали, что политические интересы вымывают тот корень государственной идеологии, которая должна лежать в основе развития автономии. И мы это с вами все наблюдаем. Возьмем другую составляющую. Ладно, я про партии говорил. Но если возьмем, например, экономическую сферу. У нас огромное количество есть примеров экономических решений, которые апробировались и принимались впервые в Гагаузии, а потом переходили на национальный уровень. Возьмем вопрос с инвестициями. Закон об инвестициях, автором которого я являюсь с 2000 года, об инвестициях и инвестиционной деятельности, где мы не делили инвесторов на иностранных или отечественных, а в то время действовал в Молдове закон об иностранных инвестициях. Хочу закончить мысль. Потом в 2004 году, через 4 года, эта же мысль легла и в национальное законодательство. Так хорошо. Позже было и с патентами, позже это было. То есть элементы, которые апробировали здесь, нашли отражение там. Но это, к сожалению, не последовательно. Нет последовательности в этих взаимоотношениях. И когда вот происходит конфликт, а плюс мы говорили, принцип политиков зачастую, разделяй, властвуй, и пример, который назван, установка сюда человека, который якобы надзиратель, а на самом деле он раздражитель и создатель многих конфликтных ситуаций, то, на мой взгляд, это не совсем конструктивная позиция, в том числе со стороны центра. Хотя Александр Григорьевич сказал, что мы ищем виновных, нужно искать и внутри, но нужно понимать, что и извне есть процессы, есть политики, есть лица, которые как раз, вот я привел пример, приход политических партий оттуда, привел к тому, что сегодня практически не обсуждается, где стратегии развития автономии, где видение, куда мы движемся. Это Кишинев не должен думать о стратегии развития автономии. Об этом должны думать. И это как раз то, на мой взгляд, что подмечает господин Тарновский, что есть очень много вопросов, которые напрямую всегда зависели от власти в автономии. И автономия могла, и, кстати, вы привели там закон об инвестициях, но есть очень много других законов, которые уже тоже были переняты и приняты на уровне страны и действуют. И это говорит о том, что, значит, здесь в Гагаузии рождались какие-то идеи, которые могли бы иметь такую национальную, как сказать, ценность. Но не возникло самого ключевого элемента четкого разделения полномочий. Потому что есть полномочия, которые национальный уровень, и здесь должно быть четкое закрепление и понимание, что если это вопросы безопасности, обороны, то это, естественно, национальный уровень. Есть смешанные, где отвечает и регион, и Гагаузия, но раз это смешанный, тогда и финансово должен и регион наполнять, и национальный уровень из бюджета давать, но есть полномочия, которые только на уровне автономии. И тогда мы за счет центрального бюджета Гагаузии мы рассматриваем их. Вот нет вот этого четкого. Почему я прихожу к этому выводу? Потому что любой закон, который Народное собрание сегодня принимает, что делает госканцелярия? Идет в суд и аннулирует. И очень много старых законов, которые сегодня, на мой взгляд, не работают. И их нужно было бы отменить и принять новые. Есть опасность того, что пусть существует вот пока вот этот старый, потому что если мы примем новый, обязательно через суд его отменят. То есть это, так, вот, по поводу на мой взгляд, не совсем... Да. По поводу безопасности у нас не так много времени осталось до конца нашей передачи, поэтому хотелось бы обсудить этот вопрос. Мы видим, что Молдова вооружается. Говорят о том, что в Молдове планирует построить какой-то завод по производству военных дронов, поэтому этот вопрос, я считаю, тоже очень важно обсудить. К чему мы готовимся, и либо мы готовимся к какой-то войне, или, может быть, мы пытаемся или будем от кого-то обороняться. Господин Атои, я хотел бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Ну, я предлагаю все-таки вначале посмотреть мнение наших экспертов для того, чтобы с учетом их мнения продолжить здесь обсуждение, потому что так или иначе мы этих людей тоже попросили прокомментировать. Дайте, пожалуйста, сюжет на экран режиссерский. Вы знаете, я вам приведу пример. В 2014 году Украина была нейтральная.
Тогда не было там записано в Конституции вступление в НАТО и так далее. И мы видим, чем это закончилось. Поэтому я думаю, что мы должны опираться на опыт Украины, мы должны понимать, что просто нейтралитет, это слово, даже запись в Конституции Молдову не защищает. Поэтому мы должны, с одной стороны, помогать Украине, чтобы агрессор не дошел до нас, а с другой стороны, мы должны думать о общей европейской безопасности, в которую Молдова должна вписаться. Это очень серьезно, и я думаю, об этом нужно сегодня говорить и размышлять. Но нейтралитет – это конституционный статус, но не гарантия безопасности. Он не защищает страну автоматически, особенно если на ее территории остаются иностранные войска. Безопасность обеспечивает сильные институты, обороноспособность и сотрудничество с партнерами. И мы видим сейчас, что наш нейтралитет не защищает от российских дронов, и они падают на территорию Республики Молдова почти каждую неделю. Этот нейтралитет абсолютно ничего не дает, и он ничего не обеспечивает, потому что вы видите, что Россия, которая от нас требует быть нейтральным, она нам угрожает. А в международном правовом пространстве везде написано, что ни одна страна не имеет права угрожать другой стране применением физической силы или другими методами. Поэтому этот нейтралитет для нас просто статья в Конституции, больше ничего, и повод для российской пропаганды и для российских консерв из Республики Молдова обвинять руководство в том, что они не соблюдают и не уважают этот наш тысячелетний традиционный нейтралитет. Эту часть дискуссии мы хотим ваших ответов или комментариев на вопрос, что дает статус нейтралитета независимой Молдове? Ваша точка зрения? Начнем с господина Нантой. Начнем с господина Нантой. Я должен с грустью констатировать, что в нашем обществе проблема национальной безопасности Республики Молдова всерьез не обсуждается. Та же самая проблема с нейтралитетом, не нейтралитетом используется в качестве дубины для проведения принципа «разделяй и властвуй», без того, чтобы обсуждать всерьез, как должна вести себя Республика Молдова, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Для меня ответ очень простой. Если бы Украина не выстояла, да, то танки Суровикина добрались бы в течение пару часов как минимум до прута. И в Кишиневе сидела бы какая-нибудь марионетка, которая называла бы себя там президентом или так далее, и послушно исполняла указания из Кремля. Это в лучшем случае. А что было бы со мной лично, я уже промолчу. Персона нон грата в России много лет. И по остаточному принципу, не обижайтесь, в рамках этой передачи проблема нейтралитета, национальной безопасности обсудить невозможно. Могу только сказать, что с технической точки зрения, вот мы видим, как изменился, кто хочет видеть, характер войны в Украине. Молдова не способна обеспечить свою безопасность на предмет отражения возможных воздушных атак. Как? Есть европейская инициатива, European Sky Shield и так далее. И я считаю, я консультировался с экспертами по нейтралитету. Это так важно, важнее, чем невинность. Да. Вступление Молдовы в коллективную систему противовоздушной обороны не противоречит статусу нейтралитета Республики Молдова в ситуации, когда Россия является тем единственным государством, которое с самого начала попирает и суверенитет, и территориальную целостность, и статус нейтралитета Республики Молдова. И Россия является единственным источником реальной угрозы для, после коррупции, для Республики Молдова. Поэтому для этого нам нужны серьезные дискуссии с профессиональными экспертами. И я считаю, что нейтралитет – это всего лишь фикция, которую юридически и политически неграмотные люди в 1994 году включили в Конституцию, а авось Россия не обидится на нас и уведет свои войска. Не получается. Господин Нантой, Сергей с этого и начал переход к этому вопросу, что люди, видя
или политики говорят, Молдова вооружается. Это пугает людей. Вы можете как-то для себя Не, очень коротко давайте объяснить? так, давайте вот, жалко, что в студии нет глобуса, да? И мы бы нашли там эту Молдову, которая вооружается, и кому Молдова угрожает? Мы говорим о том, что это пугает людей. Пугает, тогда, да? когда граждане Когда испытывают воруется страх, миллиард, все аплодируют. А когда кто-то там отдает какую-то технику секонд-хенд в национальную армию, так это пугает. Господин Антой, правильно ли я буду думать, как гражданин в этой студии сейчас, не как журналист, если я скажу, что было бы хорошо, если бы любые какие-то действия, которые связаны с обороной и с безопасностью страны, если бы правительство, либо соответствующие ответственные лица объясняли бы гражданам, что происходит, зачем, для чего и как. Не кажется ли вам, и всем студии задают этот вопрос, не кажется ли вам, что в этом вопросе, чтобы не было этого страха, надо опережать и коммуницировать с гражданским обществом, которому специалисты в тех или иных министерствах хотят сделать что-то правильное, хорошее, доброе и создать безопасность? Вот мой вопрос такой. Кто солидарен с такой мыслью, кто нет? Можно, я хотел бы вопрос безопасности, да, Сергей это очень важно отметил. сейчас. Для меня, например, однозначно вопрос безопасности – это не просто, не только вопрос нейтралитета. Это и информационная безопасность, Конечно. это и энергетическая безопасность, Конечно. как мы видим за 35 лет. К сожалению, не удалось обеспечить формирование своей энергетической системы, и это сегодня мы с вами каждый ощущает через кошелек. Это аграрная, продовольственная безопасность и так далее, и в том числе оборона, да, безопасность как с точки зрения страны, обороноспособности и так далее. На мой взгляд, все-таки это моя точка зрения, что мы маленькое государство, и хорошо, что в Конституции отмечен элемент нейтралитета, есть огромное количество примеров, и этот принцип, он, на мой взгляд, тоже должен быть увязан и с решением Приднестровского вопроса, потому что мы, к сожалению или к радости, я не знаю, мы маленькое государство, были чуть больше, Молдавское княжество, вот мы говорим о 35-летии, да, господин Андой и господин Шалару, по-моему, да, сказал, тысячелетняя, да, составляющая. Действительно, Молдавское княжество, оно имеет глубокую и богатую историю, к сожалению, и это не стало той фундаментальной основой идеологической для развития государства, потому что государство не появляется вот так вот. Оно базируется на каких-то ценностях, каких-то устоях, которые были до этого, и в 90-е именно так и происходило. Ну, был перекос какой-то в другую стезю, окей. Но, об обороне и безопасности. И возвращаясь к этому, да, мы окружены, с одной стороны, Украиной, большим государством, с другой стороны, Румынией, тоже большим государством, на мой взгляд. И мы маленькое государство, но у нас почему-то всегда политики, приходящие во власть, начинают заявлять о геополитических интересах и вопросах. Мы маленькая страна. Пора понимать, что мы геополитически, правильно отмечено, на карте, на глобусе мира мы еле-еле найдем. И если попросим, очень часто за границей, когда встречаешь, говоришь, ты из Молдовы, ищут либо Малави, либо Мальдивы. Ну, дай бог, с третьей попытки попадают Молдова. Так вот, от того, что у нас будет сегодня армия 7,5 тысяч, или 10 тысяч, или 20 тысяч, это все равно не решит проблему. Страна 450 километров с севера на юг и 80 километров с запада на восток. Это маленькая территория, которая должна показывать совсем другие принципы. И я считаю, что... Мое однозначное мнение, что мы должны обеспечивать оборону и безопасность сугубо силами полиции и карабинеров. И здесь наличие этой армии – это, наоборот, нагрузка на бюджет, который мы могли бы тратить, а это в этом году это 1,7 миллиарда лей, а последние 2 года это почти около 2 миллиардов лей мы тратим на содержание армии. Я думаю, что это не последние деньги, которые, да, конечно, сравнивать с теми, Виталий что Иванович, в системе сегодня неэффективно используется, это мизер, но это все равно суммы. И я считаю, что путь Молдовы – это Панама. Панама после определенного конфликта, который произошел с Соединенными Штатами, объявила свою территорию нейтральной демилитаризованной зоной. Так может быть политикам Молдовы объявить, не говорить, что вот мы требуем выхода вот этих войск с территории Приднестровского региона, а сделать первый шаг, сказать, мы объявляем себя демилитаризованной составляющей. От того, что 7 тысяч они не решают проблему. Поэтому в случае конфликта, поэтому, на мой взгляд, наступило время других мыслей, других идей для того, чтобы обеспечивать
вопросы безопасности. Понятно. Спасибо. Артем, вы хотели добавить что-то, пожалуйста? По поводу нейтралитета. Те, кто громче всех говорит о нейтралитете, почему-то молчали, когда около 6 тысяч, либо 600 человек, я могу ошибиться в количестве нулей, вербовались в Сербии для проведения беспорядков у нас в Молдове. То есть это факт. И эти люди молчали, те, которые сегодня говорят о нейтралитете. Вот. А по поводу закупок вооружений, да, я считаю, что это все дорого, и, возможно, мое мнение не очень популярно в Гагаузии, а может и в Молдове. Я считаю, что нам нужно просто присоединиться к какому-то крупному блоку и не тратить свои средства на оборону. Вот и все. Ну, мы помним и Ростов-на-Дону, где тоже вербовали молодых ребят из Гагаузии. Мы помним эти судебные разбирательства. Буквально 10 Да, Михаил. секунд. Поддерживаю Артема абсолютно. Я думаю, большая часть молодежи, особенно которая следит за политическими ситуациями, понимает, что мир слишком быстро последние годы делится. И по анализам, я думаю, мы входим в эти анализы. Большая часть молодежи поддерживает вступление Молдовы в НАТО. И я считаю это правильно. Потому что мы как раз-таки слишком маленькие, чтобы защищаться от таких игроков, как Россия. Это А. И Б. Кто спросит, почему молодые люди это поддерживают, давайте не забывать, что до сих пор, по сегодняшний день, российская армия находится на нашей с вами территории. И как раз-таки эти люди, которые поддерживают и кричат о нейтралитете, забывают упомянуть, что чужая армия находится у нас с вами дома. Значит, нейтралитета нет. Да, очень Александр Григорьевич, тревожная мысль прозвучала сегодня от эксперта, что нейтралитет – это просто строка в Конституции. Это очень опасная мысль, потому что все, что написано в Конституции, в законах, это должны все соблюдать. Нейтралитет – это на самом деле нейтральная позиция во всех войнах. И что касается Ирана, и что касается Украины, вот, к сожалению, наша власть в нашей стране, она все-таки не нейтрально ведет себя к этим конфликтам. И это не соблюдение нейтралитета, это неправильно. Это то же самое, что у нас в Конституции написана независимость, а у нас вполне, рассуждает высшее руководство страны о том, что мы должны объединяться с другим государством. То есть это не свобода мнения, это не демократия. Это нарушение прямого закона. И то же самое в отношении автономии, потому что тут такие же зеркальные вещи происходят. Когда руководство страны едет в Москву в период войны, оно же не едет в Киев, оно едет в Москву. То есть вот это такие же проявления, которые разделяют общество. Одни в Кишиневе нарушают Конституцию, другие нарушают собственные законы здесь в автономии. И это неправильно. Независимость – это ответственность и соблюдение законодательства. Буквально, да, если можно. Пожалуйста. Я спрячусь за решением Европейского суда по правам человека от 8 июля 2004 года группу Илашку и другие против Республики Молдова и России. Уважаемые сограждане, если мы считаем себя гражданами этой страны, и мы искренне поддерживаем нейтралитет, что делает российская армия на территории нейтральной Республики Молдова? Ну сколько можно уже на эту тему толдычить? И господин Андреевский очень четко сказал, в 2014 году Украина никуда не вступала. Что происходит? Мы видим самую большую кровавую мясорубку после Второй мировой войны. Давайте не будем прятаться за этими клише. Я не считаю, что завтра мы вступаем в НАТО и все решается. Меня удручает тот факт, что в нашем обществе проблема национальной безопасности является предметом спекуляций досужих политиканов и политиков, а общество даже не хочет думать на эту тему. Потому что когда в Молдове появились какие-то 2 несчастных радара, а почему они не сбивают дроны? Ну, сбивайте рогатками, это дешево и сердито. Господин Антон, знаете, о чем я сейчас подумала? А когда принималась Конституция и прописывался нейтралитет, армия 14-я была в Приднестровье? Конечно. Ну, то есть, понимаете, есть вопросы, которые, как мне кажется, да, как кирпичики, они были заложены еще тогда. То есть нейтралитета не было тогда, когда закладывался этот нейтралитет. Ну ладно, эта тема, сейчас можно много разговаривать есть об этом. Есть решение Конституционного суда от 2 мая 2017 года, не мое, равно как и решение Европейского суда по правам человека. Давайте немного информироваться, читать, и тогда уже мнение будет основываться на каких-то аргументах. Да, вы правильно абсолютно
правильно сказали, на эту тему нужно отдельную передачу посвятить этой теме, и это очень важно. Знаете, почему мы решили в этой дискуссии хотя бы об этом заговорить? Потому что то, с чего начал Сергей, вернусь. Людей пугает то, что какой-то военный транспорт едет, какое-то вооружение Молдова закупает, и у людей нет четкого понимания того, для чего это нужно стране. Я не случайно задавала вопрос о коммуникации, нужна ли эта коммуникация, должная, правильная, чтобы, просто понимаете как, у страха говорят глаза велики. Но, может быть, просто объяснять надо. Может быть, это и есть одна из главных проблем по разным вопросам в нашей стране. Может быть, я не права, не знаю. Да, в защиту ваших слов вот я хочу добавить пример из жизни. Буквально на днях мне брат скинул с ТикТока видео, где огромное количество армии молдавской ездит просто по дорогам, и просто люди рандомно снимают на телефон, что армия передвигается, и он мне задает вопрос, а что-то происходит, и случайно не в курсе, и вот в подтверждение ваших слов... армию видят, она передвигается, но нет никакого ответа, что происходит. Люди все уже знают, что готовится к параду. что творится. Если что-то происходило, мое мнение, чтобы техника, скорее всего, двигалась бы ночью, но точно не днем. Да, Буквально пожалуйста, одну Михаил. последнюю идею, опять же, прозвучало со стороны эксперта. Я считаю, что вот этот наболевшие два вопроса в нашем обществе, по которым постоянные скандалы: А, объединение с Румынией, и Б, вступление в НАТО, просто нужно вывести на референдум. И закрыть эти вопросы раз и навсегда. Больше 50% проголосовали за. Это большинство, конституционное большинство. Меньше проголосовало. Это большинство. То есть, и закрыть эти вопросы. Слишком много скандалов, слишком много обсуждений на эту почву. И мы запиваем вместо того, что строительство государства и Есть забота о экономические людях, и финансовые проблемы. оно продолжается. Да. Спасибо. Вы знаете, друзья, хочется в завершении этой нашей дискуссии поговорить об одном очень важном. Как мне кажется, да, господин Нантой нас очень просил освободить его. Мы только ваше мнение попросим. Объединенное молдавское сообщество. После 35 лет жизни в независимой стране есть эта объединенность у молдавского общества? Вы знаете, мы последние десятилетия все искали поводы для того, чтобы противопоставлять друг другу и так далее. Мне кажется, что то, что происходит в Украине, дает ответ на вопрос, кто является сознательным гражданином Молдовы, а кто является, извините за жесткость, наследием того сталинского прошлого. Я считаю, что граждане Республики Молдова должны осуждать агрессию России против Украины. Это то, что нас должно объединять. Понимаете? Потому что, когда я вижу, что творится с той же Русской Православной Церковью и так далее, то, извините, какой-то компас должен быть. И не убий. Зачем? Сколько детей нужно убить в Украине для денацификации Украины? Вот скажите мне, пожалуйста. И вот это то, что нас разделяет в том смысле, что кто имеет моральное право считать себя гражданином Молдовы, а кто, к сожалению, тот манипулируемый сегмент общества, который используется против нашего общего благосостояния. Потому что мы в одной лодке, нам некуда отсюда деваться. Друзья, как вы поняли, спасибо, господин Нантой. Последние 5 минут у каждого из вас есть возможность высказаться по вот этому вопросу. Объединенность молдавского общества вы ощущаете? Если мы говорим об объединенности нашего общества, наверное, нужно вспомнить, я как представитель гагаузской автономии, нужно вспомнить то исследование, которое неправительственная организация «Контакт», если я не ошибаюсь, «Промолекс», да, они провели в марте, и огромное количество гагаузов сказали о том, что они не чувствуют себя здесь, на территории нашей страны, своими. Это уже говорит о том, что вот этой интеграции гагаузов и ряда других национальностей за вот эти 35 лет существования независимой Молдовы не случилось. И так как 35 лет являются моментом, когда необходимо делать какие-то выводы и какие-то направления работы для себя выявлять на будущее, вот именно объединение молдавского сообщества является одной из очень важных задач. Потому что 1994 год, когда Гагаузия получила автономию, тогда некоторые политики посчитали, что мы гагаузы, мы сами по себе, и, может быть, и представители нашего народа, мы живем сами, руководим
вернее, принимаем решения сами, нам никто не указ. Кишинев подумал где-то, что они самостоятельно ведут какую-то политику, нам не стоит вмешиваться, и нам не стоит особо какие-то еще дополнительные действия предпринимать для того, чтобы отношения между автономией и между центром позволили интегрироваться этой части сообщества в общее сообщество молдавское. Некоторые политики использовали это как возможность, таким образом настраивая часть общества против, допустим, центральных властей, получать больше бонусов каких-то политических. Но все-таки мне кажется, что именно сегодня настало то время, когда нужно понять бессистемной, беспостоянной, без работы центра и Гагаузии для того, чтобы сплотить, вот, допустим, наш регион с центром, дальнейшего будущего и позитивного нет. Это мое мнение по этому вопросу. Спасибо. Можно один нюанс? Да. Вот я немножко все-таки, с Еленой Федоровной не соглашусь, не чувствуют себя частью нашего государства люди в возрасте в основном, или те люди, которые часть своей жизни прожили до периода независимости, до периода объявления независимости Молдовы. Если говорить о молодежи, я контактирую очень часто с ними, и я никогда от них не слышала о том, что они не чувствуют себя частью молдавского сообщества. Большинство из них, которые подвержены процессу глобализации, они уезжают в города, уезжают даже в населенные пункты, где живут больше людей молдавской национальности, и очень хорошо общаются и считают себя частью этого общества. Поэтому вот здесь есть такой один маленький нюанс. Я думаю, что те люди, которые все-таки имели опыт жизни до независимости, они уже полностью интегрироваться и стать частью общества не смогут. Частично в некоторых областях может быть, но и то единицы, десятки может, но уже такого не произойдет. И здесь, к сожалению, наша местная власть, именно Народное собрание, исполком, наши политики, они играют самую главную роль, потому что они и дальше продолжают говорить о том и сеять этот раздор и показывать всеми положительными, неположительными, отрицательными, какими только путями, инструментами, что это так и есть на самом деле, что это невозможно быть частью молдавского общества, к сожалению. Мое мнение, что на это обращают внимание только люди взрослого поколения, молодежь на это уже не смотрит, и даже уже не интересно, что происходит и в Народном собрании, и... мое мнение. Вот так? Да. Очень лаконично. Я более оптимистично настроен о 35-летней истории нашего государства, об истории гагаузской автономии. У меня есть возможность сравнить, как функционируют другие автономии. И в Узбекистане Каракалпакстан, и Аджария в Грузии. Поверьте, Гагаузия далеко ушла вперед в этих вещах, поэтому все подается в сравнении. Я хочу сказать, когда мы говорим с коллегами из других районов Республики Молдова о том, что у нас бесплатные садики, бесплатное питание в школах, о том, что у нас при мэрии привлекают проекты, им все возмещают, или о том, что молодые люди покупают жилье, им Гагаузия дает дополнительную финансовую поддержку. Не все так печально, как мы говорим о том, что проект провалился. Ничего не провалилось, все в наших руках. Единственное, нужно вспомнить действительно, что мы гагаузы, и что наша основа – это гагаузский язык по-настоящему. Не просто на праздниках об этом говорить, а начинать это в садиках с самого раннего детства, любить этот язык, потому что иногда возникает ощущение, что гагаузы стесняются своего языка. Я не знаю, откуда это взялось, но это должно изжиться, вообще уйти в сторону. И про нашу страну, она имеет блестящее будущее. Нам просто нужно убрать эту гордыню из своих отношений, что кто-то правильный гражданин, кто-то неправильный, кто-то правильно думает, кто-то неправильно думает. Мы так не построим политическое общество. Мы должны уважать каждого со своими свободами, со своим мнением. Спасибо. Александр Григорьевич, вы говорите о гагаузском языке, но вы депутат Народного собрания Гагаузии, не говорящий на гагаузском языке. Что вы делаете для того, чтобы гагаузский язык стал частью или инструментом вашей работы?
Это комплексный вопрос в отношении меня лично, это слишком частица, да? Ну, вы присутствуете общего. в нашей студии, Да. я задаю этот вопрос вам, но он Я, правомерно к может быть сожалению, задан многим. уже когда седина появилась в висках, да, начал задумываться о том, что этот народ дал мне возможность здесь жить, создавать свою семью, и насколько этот интересный, богатый и красивый язык гагаузский. Я очень жаль, что вот в таком возрасте это осознал. И я очень хочу, чтобы гагаузы эти вещи промовировали своим детям с самого рождения, иначе он действительно, этот язык, потеряется. И вы забыли сказать, Александр Григорьевич, или поскромничали, что вы изучаете гагаузский язык? Я говорю, я маленькая частица в том, что я делаю, и это не спасет гагаузский язык. Гагаузский язык спасут сами гагаузы, начиная с своих детей. И гагаузский язык спасут политики, которые будут говорить на этом языке. Этот язык станет инструментом их работы, а значит и примером для многих других гагаузов. Потому что всегда хочется равняться на тех, кто управляет. Если автономией управляют гагаузоговорящие политики, гагаузоговорящие управленцы, то тогда это становится примером, почему молодежь должна быть заинтересована в изучении языка. Потому что тогда у них появляется возможность не только сохраняться как гагаузский народ, но и развиваться, и получать какие-то функции должностные, применять этот язык в своей работе, а иначе зачем? Вы что-то хотели добавить? Хотел буквально один пример привести вот касаемо дистанции 35-летия независимости. Имею смелость сравнить ее с живым организмом, с человеком. То есть дистанция 35 лет, я думаю, что смежно подходит под это понятие. Вот, то есть подобно человеку, первые 15 лет проходит у человека в таком периоде, когда он пытается понять себя, ощутить себя, дальше он пытается нащупать себя. И вот как раз-то после 20-25 лет своей жизни идут его какие-то более-менее осознанные годы. И здесь все-таки дистанция последних 10 лет то есть последние 10 лет больше влияют у человека к этому возрасту. И то, что я хочу сказать, как раз-то независимость 35-летней Молдовы, вот последние 10 лет больше всего имели значение. И касаемо Гагаузии в этом вопросе, такое ощущение, что вот 35-летняя Гагаузия немножко как будто бы начала спиваться, вот, а власти Кишинева, видя это все, просто стали обходить ее стороной, вместо того, чтобы попытаться вытащить из этой ситуации и попытаться помочь. Вот, то, что я хотел сказать. Это, знаете, как говорят, первые 30 лет детства. Также в нашем случае. Хотел бы тоже сказать общность. Знаете, я не думаю, что Молдова является чем-то уникальным примером, да, в этой части, потому что спросите у гражданина штата Техас, идентифицирует ли он себя с Соединенными Штатами, да, так? Ну, то есть я думаю, что будут разные ответы, или жителя Шотландии спросить, идентифицирует он себя там гражданином Великобритании и Соединенного Королевства, да? То есть есть разные люди, и это как раз богатство общества, что есть полемика, есть дискуссия. Лично я, да, себя идентифицирую как часть Республики Молдова, имею гражданство Республики Молдова, являюсь частью этой страны. Но вопрос тогда, что я вкладываю в эту общность, да, то есть могу ли я повлиять сегодня, например, напрямую на то, что происходит, например, на уровень цен, на то прекращение ЧП в течение последних 5 лет. Такое ощущение складывается, что раньше это рутина была, ежедневная работа правительства, а сегодня как маленькая проблема уже вводится режим ЧП. Человек, который 8,5 лет был на госслужбе, для меня это очень странно выглядит, когда министры выходят и констатируют только факт, завтра цена увеличится, вот увеличим на газ, может быть, завтра увеличим еще и на электричество. Мы не выбираем политиков или делегируем в исполнительную власть министров, чтобы они констатировали факт, что будет увеличение. Мы это и так можем сделать этот вывод, понимая, что какие процессы происходят в мире. Мы их выбираем туда для того, чтобы появились эффективные решения, которые повлияют на мою жизнь. Теоретически все так. Как это сделать на практике? Вот это и есть общность. А на практике, 18-й год, 9 министерств. И я тогда думал, отлично, наконец-то стали думать рационально, меньше тратим и так далее. Но, как показал опыт, за 6 лет количество чиновников, как озвученные цифры, с 26 тысяч до 50.
Извините, для такой маленькой страны, как Республика Молдова, такое... И это я привожу параллели в Гагаузии. Вы спрашивали о Гагаузии. Для меня, например, сохранение последние лет 15-20 районных администраций, я однозначно пришел к выводу, что это уровень, который просто дублирует функции отчасти местных органов власти, отчасти региональных. А нужны ли нам такие раздутые региональные структуры? Народное собрание, 35 человек, это достаточно или уменьшилось количество жителей, а, соответственно, пропорционально должно уменьшаться и количество депутатов? То же самое и в парламенте. Было в 91 году около 4 миллионов жителей, 89 год, перепись, 4,2 миллиона. Перепись 24 года показывает 2,4, ровно на 2 миллиона жителей. Нам нужен 101 депутат в парламенте? Может быть, нам нужно посмотреть на маленькие страны и оптимизировать структуры? Надо ли нам такое правительство из столько министерств? Или мы посмотрим пример Канады, где, или других стран, где 9 департаментов? Вопрос, а ведомств, а агентств мы по любому способу создали, возможно, эти агентства и так далее. Поэтому, на мой взгляд, через вот эту призму я тогда не ощущаю себя общностью, потому что в этом случае я не согласен с тем, что происходит. И огромное количество людей. Влиять. А влиять невозможно, потому что политики, как вы уже сказали, используют метод, который с древних времен. Разделяй и властвуй. Я вас и это будет перебью и использоваться. попрошу, и скажу еще спасибо вам за то, что вы озвучили сейчас несколько таких важных тем, и по каждой из них можно проводить отдельные такие дискуссии, и это будет правильно. Вот спасибо вам за эти идеи. А еще, если вы помните, чуточку выше я сказала, что мы хотели бы завершить эту дискуссию вопросом: объединенное ли молдавское общество? Потому что, как многие из вас в течение этой дискуссии говорили, что разделяя властвуй, все-таки принцип действует и работает. Но и разделяют, и властвуют те же граждане Республики Молдова в этой стране. То есть есть вещи, которые нашей стране, как, на мой взгляд, надо еще преодолеть. И это преодоление разных проблем, и разных угроз, и разных вызовов, так или иначе должно случиться сквозь полное понимание того, что мы хотим в этой стране, какую жизнь мы хотим устроить, что мы хотим предложить молодым людям, которые вот здесь, в этой студии, как мне кажется, людей, которых вы не обаяли бы сегодня, наверное, в этой студии нет, потому что очень хочется, чтобы голоса молодых людей в Молдове и особенно в Гагаузии были слышны чаще. Потому что, да, это страна, которой будут руководить через несколько лет такие люди, как вы. Если есть еще мнение по поводу объединенности, давайте высказываться. Если нет, мы здесь, наверное, подведем какую-то черту, потому что говорить можно много и долго, а вот объединенность – то, чего не хватает. И нашим зрителям, вы увидели, что господина Нантоя нет среди нас, он очень просил, у него следующая встреча была запланирована, поэтому мы подошли к завершению. Искренне благодарим вас, дорогие участники. Спасибо вам, господин Кюркчу, за экспертную работу. И господину Нантою отсюда уже шлем благодарности за то, что был с нами. И вот такая получилась, на мой взгляд, горячая. Да, нужно больше времени дискутировать, но спасибо, что вы сами открыты к этим дискуссиям. Мне кажется, гагаузскому и молдавскому сообществу нужно действительно быть открытыми и высказываться. Вот этого не хватает в нашем обществе. Можно еще один такую ремарочку? На самом деле, в июне месяце впервые в публичном пространстве высказал мнение, вот очень часто нас обсуждают в Молдове, это часть той же общности, мы хотим, чтобы приходили профессионалы, да, мы говорим, чтобы это были ответственные политики. И очень долго у нас нарратив меритократия, да, чтобы это были профессионалы, которые действительно технократы, которые отвечают за ту или иную отрасль и несут ответственность. Но вот в июне месяце я сделал такой вывод, что как на уровне Молдовы, так и в Гагаузии, к сожалению, ярким примером является кикистократия, когда власть худших. То есть кикисты – это худшие, кратия – власть. И, к сожалению, мы наблюдаем, что имеется такая тенденция, когда вот за последние несколько лет это происходит и на национальном, и на региональном уровне. Я хотела об оптимизме и чуточку романтики от молодых людей. Да. Виталий Иванович вернул нас в реальность. Но да пусть будет так. Главное, чтобы все это подводило нас к определенным выводам и уж точно к действиям ради нашей маленькой Молдовы. Уважаемые гости, мы вас всех благодарим. Спасибо вам за интересную живую беседу. В свою очередь хотим наших зрителей попросить подписаться, пишите комментарии, высказывайте там свое мнение и предлагайте темы для следующих ток-шоу. Совершенно верно. И Freedom Life – это территория свободного обсуждения разных тем. Оставайтесь с нами.